Всем здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня я наконец-то собралась поснимать для вас видео о елочных игрушках. И давайте посмотрим, какие игрушки я нашла. Во-первых, вот такая вот игрушка, колокольчик. Очень красивая игрушка с красивыми узорами. Вот, добавилась в серию колокольчиков. Вот такие две морковки. Тоже красивенькие морковочки. Вот. Далее у нас еще вот такой вот ребенок добавился в конверте. У меня подобная игрушка была, но сохран был не очень хороший. Вот младенца лицо, и исполнение было гораздо другое. Это более поздняя игрушка, но тем не менее очень красивая. Вот такой вот младенец в конверте. Так. Вот такой вот Аладдин, мальчик Аладдин. Уже не первый мальчик, потому что у меня их было несколько, но они все разные. Каждый раз они все разные в исполнении, размером даже, оказывается. Вот я сейчас вам покажу второго мальчика Аладдина, который поменьше ростом. Вот этот чуть побольше, а этот чуть поменьше. Видите? Вот такие вот Аладдины. Но мне пришлось вот здесь вот маленечко его подлатать. Но это я для себя делаю, чтобы был цельным. Конечно, не идеал, но пока я еще краску не умею подбирать, поэтому я их особо не крашу. Вот такая вот девочка. Вот. Девочка с флажком. Она у меня есть в нескольких вариантах тоже. Ну, тут шубка, конечно же, вот вся стала почернела. Так как я уже вам сказала, что я еще красок у меня нету подходящих, и амальгаму не могу сделать, поэтому пусть будет какая есть. Такой вот пингвин. Пингвиненок из серии Арктика. Очень красивый. У меня пингвин был в фиолетовом окрасе, а это в черном. Тоже другой пингвин. Автор Маргариты Демзе, если не ошибаюсь. Пришел еще один вот такой вот снеговик. Мой снеговик, к сожалению, вот здесь вот у него скол был. Поэтому я очень обрадовалась, что ко мне попался точно такой же, как у моей мамы, снеговик. Такой же, прямо точь-точь, но целенький. Вот мальчик в костюме клоуна. Тоже маленечко почернело вот здесь внизу. Но целенький вроде бы. Девочка редиска из сказки Чиполлино, из серии Чиполлино. Тоже тут ножка подлатана маленько. Ножка была сколотая. Ну, трубочка имеется в виду. Красноармеец совсем другой. У меня были совсем другие красноармейцы с поднятыми руками. Там это. А тут красноармеец вот с ружьем. Тоже интересное исполнение. Я несколько игрушек купила в этом одним лотом в реставрацию. У них у всех были сколы где-то, поэтому пришлось как могла себе подлатать. Это все игрушки для себя я делаю, поэтому чтобы целостность игрушки сохранить, вот так вот маленько подлатала.
Но в целом игрушка была в хорошем состоянии, краска. Вот. Красивенький попугай из серии «Доктор Айболит». Дедушка Мороз. Маленький, с мешочком подарков. Звездочет. Были у меня звездочеты так подобные, но тут у них расцветка, раскраски, шапочки разные бывают. Желтые, синие, зеленые. А это в красной шапочке. Вот. Маленькие звездочеты. Птички попадаются частенько. Но эта птичка чуть-чуть другая. Обычно же бывают цыплята. А эта птица, я смотрю, маленько другая. То ли это синичка, снегирь. Кто знает, тот подскажите. Это чуть другая птичка. Я очень обрадовалась, что мне попался Чиполлино в отличнейшем состоянии. Тоже с населения приобрела его. Случайно совершенно, потому что была ярмарка. Я вам показывала на крестьянском рынке. И там прохожий человек мне и предложил вот такую вот игрушку. Конечно же, я его сразу приобрела. И была очень счастлива, поскольку у меня такой же Чиполлино, который от мамы остался. У него был скол на ножке. Был он реставрированный. Вот. И теперь у меня появился целенький. Совершенно целенький Чиполлино в отличнейшем сохране. Краска и все отличное. Две елочки. Ну, здесь надо прищепку поставить, конечно же. Состояние краски, конечно же, надо восстанавливать эту краску. Но, тем не менее, елочки красивые, тоже хорошие. Если восстановить грамотно, то они будут очень-очень хорошие. Также меня обрадовал с населения вот такой вот Дед Мороз. Видите? Тоже у меня был подобный дедушка. Здесь был большой скол. И пришлось мне его подлатать, как могла. Часто бывает то, что если вот хочешь какую-то игрушку, вот, например, я сегодня показала, да, вот то, что я сама подлатала. Получается так, что когда вот ремонтируешь какую-то желанную игрушку, потом появляется уже целый вариант. Меня это очень-очень обрадовало, то что такой дедушка в целостности, в отличном сохране, он у меня появился. У меня не было большой уточки с рыбьим жиром из серии Айболит. К сожалению, у него полголовы не было, и пришлось мне его тоже восстанавливать. Ну, получилось как получилось, не идеал, но для меня как бы уже имеет значение, ну, как целостности, да, чтобы он был хотя бы целеньким, и чтобы он как-то ожил маленько. А половины головы вообще не было, поэтому пришлось восстанавливать уточку. Уточка из серии Айболита. Из серии Айболита у меня уточка была, но попалась мне мини-вариант раньше. А сейчас вот все одинакового размера уже как бы уже есть. Но будем надеяться, что целый вариант тоже потом попадется. Еще один мальчик в костюме клоуна. Давайте сравним. Вот мальчик и вот мальчик. Видите, они разные. Лица разные. Тут глазки точечкой, а тут глазки рисунок тоже другой. Тут 3 пуговки большие. В общем, как будто бы они одинаковые, но и шапочка другая, форма шапочки, и исполнение как-то другое. Поэтому все равно, видите, они очень отличаются, два мальчика. А так, если так подумать, что они как будто бы одинаковые, но исполнение разное. Также с населения мне принесли вот такого вот Деда Мороза. Вот. Лицо все родное.
Ну, шапочку, наверное, надо будет подкрасить чуть-чуть. Вот. А в целом он вроде как хорошенький. Из серии простых вот такой вот богатырь. Не знаю, не помню, у меня, по-моему, богатырь был или не был. Но на всякий случай я его себе пока оставила. Так, надо будет потом посмотреть. Вот такая корзинка с цветами. Ну, нет-нет, да и с населения появляются елочные игрушки. Иногда очень редко, но появляется. Радует. Вот. Вот такая вот белочка. А игрушки в реставрации мне удалось найти в интернете. Через интернет. Вот такой вот зайчик. Из сказки «Серая шейка», да? Если не ошибаюсь. Если ошибаюсь, поправьте. Вот такой вот лисенок маленький. Грустненький лисенок. Такой малюсенький. Крохотный совсем. Вот. И вот такая сосулька. Красивая такая. А мне принесли вот такую кремлевскую игрушку. Ракушка. Как раз ракушки морской тематики у меня не хватало. Я с удовольствием его взяла. Хотя, конечно же, тут краска сошла. Но думаю, как-нибудь восстановим его маленечко. Вот. Ракушка. Ракушки у меня вот такой вот не было как раз. Теперь покажу игрушки, которые пришли ко мне с интернета. Вот такой вот кот в сапогах. Красивый в плаще, в шляпе. Очень красивый кот с подвеской. Вот, в отличном состоянии. Вот такая вот сова. Маленькая. Это не скола, это краска сошла. Да. Тут тоже краска сошла. А нет, это белая краска родная. Ага. Вот. Вот такой вот совенок красивый, симпатичный. Вот такой вот кот с музыкальным инструментом. У меня была обезьянка из этой серии. По-моему, это серия «Квартет». Вот. Точно такого же размера на подвесе обезьянка была с гитарой. И вот теперь появился кот. Теперь буду охотиться за этой серией, скорее всего, если удастся найти. Так, сколько в этой серии должно быть зверей? Пожалуйста, подскажите, кто знает. Инструмент вот такой вот музыкальный пришел. Как называется, пожалуйста, тоже подскажите. Тут, конечно же, его подлатали. Придется его тоже маленечко восстанавливать. Вот такой вот лимон пришел. Принц Лимон из серии Чиполлино тоже, но уже из другой серии, серии подвесок. В нагрузку мне еще положили вот такой вот огуречек маленький. Вот такой медальон. Медальон у нас, помните, был там зелеными красками, в амальгаме были. Ну, это тоже такого же плана, но уже в другом окрасе медальончик. Пришла ко мне вот такая вот печальная птичка. Ее надо будет тоже восстановить. Видите, головы нету. Тоже такая печалька. Но птичка, видно, что старая. Надо будет его как-то восстановить. Очень давно хотела найти такую машинку. И, наконец-то, машинка ко мне пришла. Вот такая вот машинка. То ли марки Победа, то ли какой. Кто знает, подскажите. Отличная игрушка. Ну, конечно же, краска также маленечко сошла.
Но пускай будет, как будет пока. И напоследок хочу показать вот такого вот полярника из серии Арктика тоже. Полярника у меня не было. Тоже давно за ним охотилась. Все никак не удавалось найти полярника. И вот, наконец-то полярник теперь у меня в таком он исполнении. Не в амальгаме. Но тем не менее, очень хорошенькая игрушка. Состояние отличное тоже, можно сказать. Вот и все. Всем спасибо за внимание. Всем всего хорошего и до новых встреч.